Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Донецк и прилегающие к нему районы были вновь обстреляны минувшей ночью. Сражение за Арктику продолжается. Россия подала очередную заявку на расширение границ своего континентального шельфа. И в Казахстане дети-волонтеры помогают жителям, пострадавшим от селя. Ну а начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Катерина? Спасибо, Игорь. Все самые важные события дня в программе «Настоящее время» из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Донецк и прилегающие к нему районы вновь были обстреляны минувшей ночью. В Октябрьском районе снаряд попал в жилой дом. Погибла женщина. Местные жители говорят, что канонада не смолкала всю ночь. Ну, оно как-то тихо, потом как рванет. Я увидела, что у меня в зале сильно дыма, пыли, не пойму. Потом слышу, у меня тут сыпется что-то. Я быстро текать на улицу, думаю, в подвал. А это самое, выскочила, а потом думаю, подожди, а если попало... Я уже поняла, что это что-то попало сюда. По словам жителей Донецка, нынешние обстрелы первые после относительного затишья. Каждый день у нас сюрпризы, каждый день, но вот так вот, ну сколько, это давненько так было. Ну, сказать, что, ну, так прилетали изредка вот, на девятиэтажку в основном. Вот здесь вот падали на поле. А в основном шахта. Постоянно шахта, бассейн, девятиэтажка. А вот так сейчас выглядит окраина поселка Пески. Позиции украинской армии и сепаратистов расположены по обе стороны поселка, в результате чего в Пески ежедневно прилетают снаряды. Наши корреспонденты зафиксировали работу пожарных, выехавших на место обстрела. До начала боевых действий в прошлом году в поселке проживало более 2000 человек. Сейчас осталось лишь несколько десятков. Мобилизация машин. Украинские предприниматели отправили на фронт уже больше 500 собственных автомобилей. И это только начало. Как и у кого могут забрать машину, уже знает корреспондент «Настоящего времени» Ирина Коноенко. Украинские военные комиссары отправляют на войну автомобили. На нужды бойцам в зоне конфликта уже мобилизовано более 500 машин. Семен Кошаренко – один из тех предпринимателей, который уже отправил свою рабочую лошадку на фронт. Вот он стоит, такой маленький, с желтой кабинкой. Мы же перед тем, как отдать, вообще разобрали его. Полностью проверили, чтобы был на ходу. Он у нас был защитного цвета. Парни приехали, сказали: красота. Пока что план Генерального штаба по мобилизации автомобилей выполнен только на 50%, рассказали «Настоящему времени» в ведомстве. Какую машину забирать на фронт и у какого предприятия решают местные органы управления совместно с военкоматами. Первые в списке юридические лица и коммунальные учреждения. В первую очередь на передовой необходима инженерная техника. Трактора, бульдозеры, экскаваторы. Нужны самосвалы, нужны тягачи для перевозки крупногабаритных грузов, нужны трейлеры. Собственнику автомобиля вручают частичный наряд. С этим документом он должен явиться в военкомат. Дальше составить оценочную стоимость авто. Оценка должна проводиться за счет государства. На деле все обстоит иначе. И бульдозер подари за свои деньги, и оценочную стоимость тоже сделай за свои деньги. Простые обыватели в панике. Каждый второй опасается, что его легковушку или микроавтобус тоже мобилизуют. Вернуть транспортное средство таким, как Семен Кошаренко, должны в течение 30 дней после объявления демобилизации. А компенсировать ущерб предприятию за убытки и вовсе сгоревший автомобиль государство обязано в течение 5 лет. Ирина Кононенко, «Настоящее время», Киев. Впервые за 20 лет Александр Лукашенко согласился дать интервью «Радио Свобода». Журналист Валерий Калиновский был одним из 3 представителей негосударственных СМИ, с которыми встретился белорусский президент. Во время интервью Александр Лукашенко рассказал, что Беларусь сохраняет свою независимость, а разговоры о возможности нападения России абсолютно безосновательны. С Россией мы будем воевать только тогда, когда мы сами развяжем эту войну. Никогда Россия не будет воевать с Беларусью. Никогда. Во-первых, это не нужно, нет этих причин. Во-вторых, это не просто контрпродуктивно для самой России, это просто и не просто ущербно для самой России, это катастрофа будет для самой России. Ни по каким параметрам, направлениям Россия сегодня даже не рассматривает вопрос лишения нас суверенитета или независимости. Тем более с той политикой, которую мы проводим.
Беларусь осталась единственным честным, порядочным и надежным союзником Российской Федерации. Полную версию интервью смотрите в нашей воскресной программе «Настоящее время. Неделя». В Челябинской области таможенники нашли в поезде контрабандный танк Т-34. Боевую машину времен Второй мировой войны обнаружили в железнодорожном составе, движущемся к российско-казахстанской границе. В сопроводительных документах написано, что танк является культурной ценностью. Однако документов на вывоз ценности у перевозчика не оказалось. Возбуждено уголовное дело по факту на покушение на контрабанду культурных ценностей. Откуда и куда двигался танк, пока неизвестно. Украинскому солдату, потерявшему обе ноги в зоне боевых действий в Донбассе, вызвались помочь специалисты из Германии. Благодаря неравнодушным бывшим соотечественникам боец пройдет курс протезирования и лечения в городе Баден-Баден. Подробнее Всеволод Ананьев. Цветы, торт и больничная койка. Свой 36-й день рождения Виктор Жуков отмечает в нейрохирургическом отделении Одесского военного госпиталя. Парня привезли сюда из зоны конфликта на востоке Украины. В бою под селом Маринка он оставил обе ноги. Маринка была половина нашей, половина сепарской. Пошло наступление, начала бахать тяжелая артиллерия. Пошли и танки, савушки, БМП, гранатометы, все, что могли, вплоть до градов. Прилетевший со стороны неприятеля осколок снаряда, казалось, навсегда приковал Виктора Жукова к кровати и инвалидной коляске, если бы не отзывчивые волонтеры. Я надеюсь, что в октябре, в конце октября Жуков будет уже ходить. Эмигрировавшая в Германию Кира вместе с друзьями из Европы сумела обратить внимание немецких специалистов на беду семьи Жуковых. В конце августа Виктор отправится в Баден-Баден. Там его ждут искусственные ножные протезы и дальнейшая реабилитация. Если мы сможем помочь такому человеку, то он сможет обрести новую жизнь. Снова на обеих ногах. Все расходы по протезированию и лечению Жукова собирают, как говорится, всем миром. От государства, сетует боец, помощи не дождаться. Уже через 2 дня со мной связалась, предложила помощь. Наше государство через 2 месяца вспомнило, что я есть, когда меня уже показали по телевидению. По словам волонтеров, Виктор Жуков лишь первая ласточка. Если опыт украинско-немецкого симбиоза окажется успешным, то помощь получат и другие солдаты. Но задача эта не из легких. С начала боевых действий только в Одесский госпиталь поступило более 2000 военных. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Премию «Солидарность» имени Леха Валенсы вручили в Польше дочери Бориса Немцова Жанне. На церемонии награждения собравшиеся почтили минутой молчания память убитого российского оппозиционера. Денежный эквивалент премии – 1 миллион евро. Большую часть этой суммы Жанна Немцова отдаст на благотворительные нужды в Россию и Украину. Оставшиеся деньги пойдут в фонд имени Бориса Немцова. Во время вручения премии президент Польши сказал, что награда присуждается не только дочери убитого политика. Это награда всем тем россиянам, которые видят величие и будущее своей страны не в доминировании над остальными, но в строительстве современного государства и современного общества, которое может жить в гармонии с принципами демократических сообществ западного мира. Кремлевская диета. Скандал вокруг истребления санкционных продуктов в России продолжается. В интернете появилась петиция, призывающая безвозмездно передать запрещенную еду нуждающимся. Ее подписали уже больше 200 тысяч человек. Авторы петиции настаивают, что эмбарго и так ударило по карману малоимущих россиян. Они предлагают отдать контрабандные товары благотворительным организациям, которые распределят их между нуждающимися. В Кремле же считают, что подписанный президентом указ необходимо исполнять, несмотря на общественный резонанс. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Запрещенную еду начнут уничтожать завтра. 6 августа указ вступает в силу. «Поддержи отечественного производителя». Минпромторг России предложил расширить ограничения на госзакупки иностранных медицинских изделий. В список попали рентгеновские аппараты, костыли, бинты и даже презервативы. Впрочем, помощник главы правительства Геннадий Онищенко считает, что ограничения помогут россиянам решить демографические проблемы. Резинотехнические изделия никакого отношения к здоровью не имеют. Это просто заставит быть более дисциплинированными, более строгими и разборчивыми в выборе партнеров. А может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем.
США и Россия не смогли договориться о совместной стратегии борьбы с исламским государством. Тему продолжат коллеги в США. Игорь, вам слово. Спасибо, Катя. Это действительно так. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после второй за последние 3 дня встречи с госсекретарем США Джоном Керри. Она состоялась в Куала-Лумпуре, куда Керри и Лавров прибыли для участия в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Цитата Лаврова. «Мы согласны, что исламское государство – наша общая угроза, общее зло. Мы согласны, что нам необходимо объединить усилия в борьбе с этим явлением как можно эффективнее и как можно скорее. Однако сейчас у нас нет общего подхода к тому, как именно мы это можем сделать, исходя из продолжающегося противостояния различных игроков на месте». Конец цитаты. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Украине и шаги, которые необходимо предпринимать для выполнения Минских соглашений. Власти России вновь подали в ООН заявку на расширение российских границ континентального шельфа в Арктике. Москва добивается того, чтобы территорией России считался спорный хребет Ломоносова и ряд других участков дна Северного Ледовитого океана. Стремление арктических стран взять под контроль как можно больше территорий понятно. По оценкам, в заполярном регионе находится до четверти всех неосвоенных мировых запасов углеводородов. Но проникновение технического прогресса и недостаточное внимание властей арктических стран все больше разрушают привычный коренным народам Севера образ жизни. Тему продолжит Вадим Оленичев. Стремясь к доминирующей позиции в Арктике, правительства северных государств, включая Россию, США, Канаду, часто забывают, что на просторах Крайнего Севера проживают 4 миллиона человек коренного населения. Представители северных народностей – граждане различных стран, но проблемы у них, как выясняется, общие. Так, примерно 15% населения американского штата Аляска – это коренные индейцы, эскимосы и алеуты. Многие из них, как и столетия назад, промышляют охотой и рыболовством. Однако законов и ограничений, регулирующих промысел, с каждым годом становится все больше. Это нарушает естественный образ жизни коренных народов. К тому же на Аляске совсем не развита инфраструктура. До многих населенных пунктов можно добраться только по воздуху или, в лучшем случае, по воде. В администрации штата считают, что Аляске требуется больше прав на саморегулирование. Помощь государства, безусловно, необходима в таких масштабных проектах, как, скажем, развитие инфраструктуры. Но в том, что касается принятия решений по поводу будущего Аляски, голос местных жителей должен быть услышан и принят во внимание, поскольку это им придется иметь дело с последствиями таких решений. Еще сложнее обстоит дело для соседей Аляски, жителей северных территорий Канады. В области Нунавут, которая по территории равна Мексике, проживают всего 35 тысяч человек, в основном эскимосы. Раньше они обеспечивали себе существование традиционной добычей тюленьих и китовых шкур. Однако после того, как страны Европы отказались от импорта этого товара, эскимосы лишились 60% своих доходов. Согласно ежегодно публикуемому индексу человеческого развития, Канада по уровню жизни стабильно держится в первой десятке стран мира. Однако северные народности, проживающие в канадской провинции Нунавут, по степени грамотности и по продолжительности жизни находятся в одной группе с Парагваем и палестинской автономией. Число самоубийств за полярным кругом в 10 раз превышает национальный уровень. В результате этот необъятный край, богатый нефтью, газом, цветными и драгоценными металлами, существует на госдотации. Производство почти отсутствует, и местным жителям приходится ежегодно закупать товары на сумму в $1 миллиард. Так же, как и на Аляске, северу Канады не хватает инфраструктуры. Но у нас этот контраст даже еще разительнее, чем в США. На Аляске создана хотя бы первичная база в виде, например, газа и нефтедобывающей индустрии. Она служит платформой, на основе которой могут развиваться другие частные бизнесы. В то же время в Нунавуте всего этого по-прежнему не хватает, и поэтому участие государства в его развитии просто необходимо. Надежда эскимосов, индейцев и других местных жителей на изменения в глобальной экономике и экологии. Из-за таяния ледников на проблемы Арктики начали обращать внимание и другие страны. А новые методы добычи сланцевых углеводородов могут привлечь на крайний север частные бизнесы. Вопрос в том, смогут ли власти США и Канады разработать достаточно гибкие законы, которые позволят развивать регион, сохранив его природное богатство и самобытность. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И в Казахстане дети-волонтеры помогают устранить последствия селя. Об этом нам расскажут коллеги из Праги. Катерина? Спасибо, Игорь. Действительно, дети-волонтеры одними из первых пришли на помощь жителям Алматы, пострадавшим от селя. Около 30 подростков вот уже 10 дней работают наравне со взрослыми. Свои каникулы они проводят, раздавая еду, воду и разгружая машины. Наш корреспондент Дмитрий Беляков встретился с маленькими участниками волонтерского движения.
12-летний парнишка Диас Аубакиров, или как его зовут волонтеры, Медвежонок, личность узнаваемая уже далеко за пределами алматинского Карагайлы. Сразу же после того, как на поселок сошел сель, он с группой подростков начал помогать карагалинцам. В любой точке поселка можно встретить медвежонка, несущего воду или помогающего убирать дворы. Волонтеры подсказали Диасу открыть свой профиль в Фейсбуке, и количество его подписчиков растет быстрыми темпами. В основном в профиле слова благодарности и комплименты. Но есть и такие пользователи, кто злословит или даже оскорбляет медвежонка. Я им ничего не говорю, я промалчиваю. Они не смогли добиться своего, и это не могут видеть от меня. Помимо Диаса, приглянувшегося в первые дни журналистам, волонтерам помогают еще около 3 десятков местных ребятишек. 13-летний школьник Нурахун Халимсапиев трудится в штабе с первого дня. Парнишка входит в число тех, кого волонтеры называют навигаторами, и без кого не обходится ни одна раздача продуктов населению. Навигатор, с улицы все подсказывает. Что такое навигатор? Это, знаете, улица. Покажешь, куда ехать. Прямо домой заходите и кормите их. На кухню пойдешь, на кухне тоже еду возьмешь. 10 литров воды на один дом, сухпайок, горячий обед и ужин. Гуманитарная помощь! Первая просьба всегда – вода. Так как поселок после ЧС отключен от света, газа и воды, актуально и горячее питание. Семьям с маленькими детьми раздаются также памперсы и предметы личной гигиены. Несмотря на то, что прошло 6 дней после селя, дома многих жителей до сих пор в плачевном состоянии. Там ванизм, мы даже на улице не можем пойти кушать, потому что там воняет, грязь. Семья Марины Косериной была вынуждена покинуть дом и переехать к родственникам. Она говорит, что в ее доме до сих пор более 20 сантиметров грязи и ила. Раньше этот участок поселка был дачным садоводством, но не так давно людям разрешили переделывать документы под ИЖС. У нас госакт есть, мы его получили буквально на прошлой неделе, этот госакт. То есть, когда мы оформляли, это все было законно, а теперь они говорят, что это незаконно. Медвежонок и его друзья говорят, что они будут помогать до тех пор, пока не будут устранены все последствия селя. Им, в отличие от других волонтеров, уехать никак нельзя. Этот поселок для них дом. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Завтра в программе «Настоящее время» мы покажем вторую часть материала о детях-волонтерах. Очевидцы бомбардировки Хиросимы в 1945 году категорически не согласны с решением правительства Японии запустить ядерные реакторы, которые были остановлены 4 года назад после аварии на атомной электростанции Фукусима. Сейчас 87-летний японец живет в часе езды от атомной станции Фукусима, где 4 года назад произошла страшная авария. И он выступает против планов правительства Синдзо Абе вновь запустить ядерные реакторы. Я считаю, поскольку опасность атомной энергии и неспособность человечества ее контролировать стали всем очевидны, ни один реактор не должен быть запущен. Все атомные станции в Японии были остановлены после взрыва на Фукусиме, но на следующей неделе правительство намерено запустить АЭС Сендай на острове Кюсю. Хасина рассказывает, что в день бомбардировки в 1945 году уехал из города, а вернувшись, не мог прийти в себя от ужаса. Даже сейчас я не могу забыть, как выглядели мои друзья, которые пережили атомную бомбардировку. Во время атомной бомбардировки Хиросимы Ацуси Хасина было 17. На этой неделе мир вспоминает атомные бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Во время взрывов в Хиросиме и Нагасаки человечество сделало такой колоссальный шаг к своей смерти, какой не сделало ни в течение одной войны, ни в течение вообще своей истории. О том, как Хиросима и Нагасаки навсегда изменили мировое устройство, с известным российским историком и журналистом Владимиром Тольцем говорил мой коллега Сергей Дорофеев. Полную версию интервью смотрите в воскресенье в программе «Настоящее время. Неделя». У коллег в Вашингтоне другие темы. Игорь, вам слово. Спасибо, Катя. В четверг в Кливленде, штат Огайо, кандидаты в президенты США от республиканской партии впервые сойдутся в вербальной битве. Цель каждого из них – попытаться доказать консервативной Америке, что именно он заслуживает представить ее ценности в Белом доме. Подробности в материале Джима Малоуна и Дарьи Кутковой.
Накануне дня дебатов миллиардер Дональд Трамп высоко парит над остальными кандидатами. Он первый в вопросах общественного мнения, и его речи притягивают внимание миллионов. Мы хотим вернуть себе страну. Мы обязаны вернуть ее. Мы просто обязаны это сделать. В теледискуссии в прайм-тайм в четверг примут участие 10 самых популярных кандидатов-республиканцев из 17. Бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш продолжает оставаться одним из главных претендентов, хотя и существенно отстает от Трампа в вопросах общественного мнения. Буш осудил некоторые из атак Трампа на иммигрантов и соперников внутри республиканской партии. Надо побеждать, притягивая людей к своему делу, а не отталкивая их. Кампания не должна быть основана на обидах, когда ты расталкиваешь людей, заявляя, что твой тип консервативного мышления лучше, чем у других. Однако Трампу удалось нащупать нерв разочарованных и обозленных республиканских избирателей, считает Карлин Боуман. Вашингтоном очень сильно недовольны. Люди гораздо больше довольны губернаторами своих штатов и местными властями. Однако Вашингтоном очень недовольны. То, что внимание сконцентрировано на Трампе, заставит остальных кандидатов активнее проявлять себя во время дебатов. Например, для губернатора Нью-Джерси Криса Кристи это шанс освежить увядающую предвыборную кампанию. Люди в этой стране должны начать снова работать вместе, а не друг против друга. Дебаты станут тестом для всех претендентов, говорит Джон Фортье из Центра двухпартийной политики. Впереди много дебатов, так что один вечер никому не навредит. Однако тот, кто будет демонстрировать постоянный результат, и окажется среди самых популярных кандидатов, а кто-то может сдуться. Таким образом, кандидатам-республиканцам предстоит первое противостояние в президентской кампании 2016 года. Пожалуй, даже не слишком знакомый с США человек легко ответит, сколько звезд на флаге страны. 50 по числу штатов. Но не все знают, что этих самых звезд в ближайшем будущем может стать больше. Жители Вашингтона борются за право на самоопределение. Движение за получение округом Колумбия статуса штата родилось несколько десятилетий назад. И, как убедился Роман Мамонов, вода точит даже неприступный камень капиталистского холма. На флаге Вашингтона изображены 3 звезды. По одной из версий они символизируют 3 ветви власти, для размещения которой и был когда-то создан округ Колумбия. Законодательный Конгресса, исполнительный президента и правительства и судебный. Правда, самой американской столице на флаге страны звездочки не досталось. Отцы-основатели Америки когда-то решили, что бюрократической столице статус штата ни к чему. Но за прошедшие более чем 2 века Вашингтон из города чиновников превратился в развитый промышленный, научный и финансовый центр, жители которого только в этом году заплатили почти $3 миллиарда налогов. Одно осталось неизменным – неполноценный статус и отсутствие представительства во власти. По количеству жителей Вашингтон обошел штаты Вермонт и Вайоминг, а по размеру экономики более $105 миллиардов опережает 14 штатов. И жить бы припеваючи, распоряжаться налогами, расходами и писать самим законы, а нет. Я вдруг понял, что это несправедливо по отношению ко мне, но главное, я понял, что не хочу, чтобы моя дочь чувствовала себя неполноценным гражданином. 37-летний Джордж Бёрч – типичный житель Вашингтона. Родился и вырос в столице, женат, 2 детей. Раньше, как он сам о себе говорит, был диванным активистом, пока в 2011 году не увидел, как неполноценный статус округа используется в политических играх. А жители города не до штата оказываются заложниками. Мы платим в год более $25 миллиардов налогов, но не можем влиять, как тратятся эти деньги, будь то пенсионные деньги или средства на медстрахование, или подоходный налог. Нас никто не спрашивает. Остальные штаты имеют своих сенаторов и членов Палаты представителей, а у нас просто забирают эти деньги. По-моему, это не по-американски. Джош и его соратники агитируют вашингтонцев и, что не менее важно, жителей других штатов, даже свою тещу, поддержать идею придания столице полноценного статуса штата. Пока он работает с низами, в верхах почву готовит Элеонор Нортон Холмс. На ее дверях написано «Конгрессвумен от округа Колумбия», но она министр без портфеля. Ее, как и всех, избрали народным голосованием, у нее офис на Капитолии, она даже член нескольких комитетов, но у нее нет главного – права голоса. Однако даже так ей удалось почти невероятно. Впервые за 25 лет в Конгресс внесен законопроект о придании Вашингтону статуса штата. Вместе со мной коспонсорами документа стали почти 100 демократов в Палате представителей и около 12-14 сенаторов. Почему вы хотите сразу статус штата? Может, лучше поэтапно? Сначала бюджетная автономия, потом право голоса? Я пыталась по-разному. У нас даже были сторонники-республиканцы.
Но раз за разом руководство республиканской партии блокировало законопроекты, дающие полные права жителям нашей собственной столицы. Конгрессвумен Нортон согласна, что нынешний республиканский конгресс наверняка похоронит проект закона о штате Колумбия, но сдаваться точно не намерена. По ее мнению, Вашингтон станет самостоятельным штатом в обозримом будущем. Джордж Бёрч не менее оптимистичен и уверен, что его младшая дочь, ей сейчас 4 года, обязательно отметит 18-летие в статусе жительницы штата. А может быть, даже увидит 51-ю звездочку на флаге Америки. Роман Мамонов, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. В Нью-Йорке уже есть сад, построенный на заброшенных железнодорожных путях. Он называется Highline и пользуется огромной популярностью. Теперь, возможно, появится еще один, но уже под землей. На месте будущего подземного рая побывала наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая. Нижний Манхэттен – быстро развивающийся район Нью-Йорка. Здесь каждая 5 поверхностей земли на вес золота. Предприимчивые урбанисты при помощи новых технологий хотят использовать не только поверхность земли, но и ее недра. На земле интересно, под землей может быть еще интереснее. Эта станция метро не просто транспортный узел. Скоро она может стать входом в подземное царство, в котором расцветет чудный сад. Станция Эссекс-стрит была открыта в 1903 году. Наземный и подземный транспортный узел объединял линии метро и трамваев. Метро работает и сегодня, а вот трамваи перестали ходить еще в 40-е годы прошлого века. И трамвайное депо, почти 4000 квадратных метров, стоит заброшенным. Пространством заведует городское транспортное управление. Самое интересное – это то, что заброшенное трамвайное депо находится рядом с действующей станцией метро, и каждый день тысячи пассажиров проходят мимо, не подозревая о его существовании. Для кого-то старые рельсы, а для кого-то новые урбанистические возможности. Даниэл Бараш хочет разбить здесь, под землей, сад, залитый светом, полученным от солнечных батарей на поверхности. Первый, как он утверждает, подземный сад в мире. Этот проект называется Low-Line. Low-Line — это сложный проект, в первую очередь, с точки зрения новых технологий. Необходимо очень точно рассчитать, как солнечные батареи могут принести энергию под землю, и какой интенсивности должна быть освещенность, чтобы растения не погибли. Проект существует на стыке разработки возобновляемых источников энергии и ландшафтного дизайна. Подземный сад площадью почти в полгектара, размер спортивного стадиона, будет засажен десятками видов растений. В нем будут гулять люди, играть дети, проходить общественные и культурные мероприятия. Создание рая под землей обойдется в $60 миллионов. Бараш надеется, что финансирование придет из казны города и штата Нью-Йорк, а также от бизнес-сообщества и частных инвесторов. Но как заставить бизнесменов и бюрократов поверить в мечту? В сентябре Low-Line открывает показательную лабораторию. Она расположена за углом от станции Эссекс, в старом здании склада. Здесь все будет как в саду, только на меньшей площади. И солнечные батареи, и растения, и бесплатный вход для всех желающих. Эта лаборатория поможет выявить сильные и слабые стороны проекта. Но вообще-то городское транспортное управление от проекта Low-Line не в восторге. Этот проект никогда не был приоритетом для управления. В транспортном управлении Нью-Йорка предпочли бы найти такого застройщика, который на месте заброшенного трамвайного депо построил бы не бесплатный сад, а что-нибудь практичное и коммерческое. Торговый центр, например. Мнения пассажиров на этот счет разделились. Да, было бы здорово иметь подземный сад с застекленной крышей. Торговый центр. Цветы и растения не должны расти под землей. Уже в сентябре можно будет проверить, смогут ли цветы в 21 веке цвести и под землей. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.